Приветствую вас, друзья. С вами я, Михаил Саркелий. Вчера, 30 июля, в первом чтении парламент принял поправки в избирательный кодекс Республики Молдова. Часть поправок касается выборов в Гагаузии. В частности, эти поправки предлагают новые условия проведения выборов Башкана и выборов в Народное собрание Гагаузии. Второе чтение этого законопроекта планируется на конец августа. Эти поправки предусматривают, что в дальнейшем выборы в Народное собрание и выборы Башкана будет организовывать Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, которая также будет отвечать за формирование Центрального избирательного совета Гагаузии. Извините. Также поправки в избирательный кодекс предполагают изменение процедуры формирования Центрального избирательного совета Гагаузии. Таким образом, предлагается, что ЦИС будет состоять из минимум 7, максимум 11 членов. Председателя будет назначать ЦИК Республики Молдова. Двух членов будет предлагать Народное собрание Гагаузии, двух членов будет предлагать или делегировать суд, и по одному члену совета смогут делегировать парламентские партии и избирательные блоки. Выборы в Гагаузии будут финансироваться из государственного бюджета Республики Молдова. Таким образом, Гагаузия больше не будет тратить деньги на организацию проведения выборов. Из других фундаментальных изменений важно отметить изменение избирательной системы на выборах в Народное собрание. Предлагается изменить избирательную систему с мажоритарной, где депутаты Народного собрания избираются по одномандатным избирательным округам, на пропорциональную, где Гагаузия будет представлена одним единственным избирательным округом. В пропорциональной системе, как правило, преимущество имеют политические партии, а не независимые кандидаты, хотя независимые кандидаты при пропорциональной системе тоже могут участвовать в выборах. Переход на пропорциональную систему предполагается осуществить не сразу, в следующем избирательном цикле в 2030 году. Предстоящие выборы в Народное собрание в 2026 году должны пройти по старой мажоритарной избирательной системе. Предлагается также установить ценз оседлости для кандидатов в депутаты и кандидата в Башкана. Таким образом, для того, чтобы участвовать в выборах в Народное собрание, кандидат в депутаты должен проживать в Гагаузии в общей сложности не менее 5 лет, а кандидат в Башкана не менее 10. В целях повышения прозрачности избирательного процесса и в особенности финансирования избирательной кампании вводится понятие «закамуфлированный независимый кандидат». Это нужно для того, чтобы не допускать злоупотребления недобросовестными политиками статусом независимого кандидата. Таким образом, чтобы считаться независимым кандидатом, претендент должен как минимум за год до выборов не быть членом тех или иных политических партий. Будет отслеживаться скрытая агитация за независимого кандидата со стороны партий или других платформ, а также скрытое финансирование избирательных кампаний независимых кандидатов. Если будет иметь место скрытая агитация и скрытое финансирование избирательной кампании этого независимого кандидата, то кандидат, соответственно, не может считаться независимым. Это самые крупные нововведения, которые я решил отметить, однако проект закона содержит более широкий спектр поправок. В Камраде предсказуемо эти поправки назвали ущемлением компетенций Гагаузии и в целом уничтожением гагаузской автономии. Однако, с моей точки зрения, эти поправки являются ничем иным, как логическим завершением усилий Кишинева, направленных на разрешение политического, правового и морального кризиса, созданного в Гагаузии местными политиками, обслуживающими интересы Шора и Кремля. В очередной раз нужно вспомнить и проговорить, как Гагаузия оказалась в этом правовом, политическом и моральном тупике, и как гагаузские политики завели нас в этот тупик, лишив жителей Гагаузии возможности осуществлять свое избирательное право. А выборы в Народное собрание должны были пройти в конце осени 2025 года, то есть 9 месяцев назад. Однако депутаты Народного собрания сделали все, чтобы они не состоялись, создав в Гагаузии правовой бардак. И каждое последующее решение депутатов Народного собрания только усугубляло этот кризис. Первое, что они должны были сделать, это привести избирательный кодекс Гагаузии в соответствии с избирательным кодексом Республики Молдова еще в 2023 году. А для этого требовалось всего лишь навсего изменить название Центральной избирательной комиссии Гагаузии на Центральный избирательный совет Гагаузии. И все. Как вы знаете, депутаты Народного собрания этого не сделали. И Валентин Гайдаржи, нынешний председатель Народного собрания, не смог объяснить, почему Народное собрание этого не сделало. Я, говорит, не разбираюсь в этих юридических тонкостях. Давайте посмотрим. Ну, Как у нас. несостыковка с национальным законодательством все-таки была.
Но национальным законодательством нестыковка была, но кто мешал за это время парламенту внести эти изменения? А Народному собранию? Народное собрание, если вы видели, ну, давайте так, вот такая папка обращений с 23 года в парламент. Куда ее там кидали, в какое место? Так, а Народное собрание почему не приняло поправки, чтобы соответствовать национальному законодательству? Это должны были сделать в парламенте Республики Ну, Молдова. парламент может изменить национальное законодательство, а Народное собрание может изменить местное законодательство, чтобы оно соответствовало национальному. Ну, я здесь юридически вам не подскажу, как это правильно там, не скажу, как это работает, но, насколько я знаю, мы знаем, что у нас выборы проводятся по той же системе. Обратите внимание, это говорит депутат Народного собрания 3 созывов. Уже 14 лет, как он депутат Народного собрания, и более того, даже возглавлял те или иные комиссии Народного собрания, а недавно был избран председателем Народного собрания. Но при этом он не может ответить на такой простой вопрос. Почему Народное собрание не привело избирательный кодекс Гагаузии в соответствии с избирательным кодексом Республики Молдова? Но на этом депутаты Народного собрания не остановились. Они усугубили этот кризис тем, что прямо перед выборами в Народное собрание по какой-то причине, без каких-либо аргументов, ликвидировали Центральную избирательную комиссию Гагаузии в нарушении закона и вопреки здравому смыслу. Ну, для того, чтобы было понятнее, да, им скоро проводить выборы, а они ликвидируют орган, который отвечает за проведение этих выборов. То есть, с одной стороны, они лишили Гагаузию правовых рамок, регулирующих организацию проведения выборов, потому что избирательный кодекс Гагаузии, нарушающий положение избирательного кодекса Республики Молдова, не мог применяться. А с другой стороны, они ликвидировали орган, который отвечал за проведение и организацию выборов. Они сломали Гагаузию сначала одну ногу, потом вторую и начали кричать, что во всем виноват Кишинев. При этом все это время Кишинев призывал Гагаузию вернуться в правовое поле и создать все необходимые условия для проведения выборов. И мы не видели никаких попыток Кишинева отобрать у Гагаузии эти компетенции. Апогеем усилий Кишинева по поиску консенсуса с Камратом для обеспечения избирательных прав граждан была встреча в президентуре Республики Молдова 24 апреля 2026 года. Это была широкая встреча с участием депутатов Народного собрания, депутатов парламента Республики Молдова, представителей Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, председателя парламента Игоря Гросу и президента Майи Санду. Результатом этой встречи стал компромиссный вариант положений о проведении выборов в Народное собрание, которые должны были принять депутаты Народного собрания. Однако Народное собрание саботировало принятие этого положения, чем еще больше усугубило политический кризис в Гагаузии, который все больше и больше нарушал избирательные права граждан. Еще раз повторюсь, в этот политический и правовой тупик нас загнал не Кишинев и не какие-то абстрактные фигуры, а депутаты Народного собрания, в том числе и те, кто сегодня громче всех кричат про ущемление полномочий Гагаузии. Когда задаешь им простой вопрос, о каких полномочиях идет речь, депутаты в унисон отвечают, что речь идет о праве Гагаузии регулировать выборы и формировать избирательную комиссию. То есть их беспокоит только вопрос контроля за выборами. Они по-прежнему настаивают на том, что все должно оставаться как было. Это их главное требование. Но при этом они не могут осознать или принять очень простую истину, что как прежде уже быть не может. Потому что оставить как прежде, это значит сохранить возможность подкупа избирателей, сохранить возможность незаконного финансирования избирательной кампании, сохранить возможность манипуляции с результатами выборов, вплоть до их фальсификаций. Все это мы наблюдали в Гагаузии последние 30 лет. Их главная цель — сохранить ситуацию, при которой власти Республики Молдова в лице Центральной избирательной комиссии Республики Молдова не могут предпринимать никаких действий, чтобы защитить избирательные права граждан тогда, когда в этом есть острая необходимость. Например, как это было на выборах Башкана в 2023 году, когда ЦИК Республики Молдова видел, что в Гагаузии полным ходом идет подкуп избирателей и незаконное финансирование выборов, избирательных кампаний, кандидатов я имею в виду, но не мог вмешаться в ситуацию, потому что у него не было на то полномочий. Депутаты, которые завели ситуацию в тупик, завели ее только лишь потому, что не хотели, чтобы Кишинев хоть ноготочком притрагивался к выборам в Гагаузии.
Поэтому они никогда не использовали юридических аргументов, не придавали значения юридическим процедурам, а всегда апеллировали только политическими аргументами, лишенными здравого смысла, и практически всегда прибегали к запугиванию Кишинева. Если вы не оставите все как есть, говорили, и продолжают говорить депутаты Народного собрания, это взорвет ситуацию, и вы будете нести ответственность, говорят они Кишиневу. Это нарушит хрупкий мир, говорят они. Это подаст плохой пример Приднестровью и так далее и тому подобное. При этом они не могут привести ни одного здравого аргумента и не могут объяснить, почему все должно оставаться как есть. Когда гагаузские политики заявляли и заявляют, что решение парламента может дестабилизировать ситуацию в Гагаузии и в Молдове в целом, наверняка они намекали на протесты в Гагаузии. Многие на самом деле боятся этих протестов, полагая, что поскольку речь идет о компетенции Гагаузии, то гагаузы могут взбунтоваться после решения парламента. Однако в Гагаузии мы не видим не то чтобы массовых протестов, мы не видим даже протеста в Народном собрании. На следующий день после принятия этого проекта закона в первом чтении в парламенте Народное собрание не смогло провести свое заседание, потому что не было кворума. Депутаты не пришли. Судя по всему, большинство в Народном собрании понимает, что в Гагаузии нет протестного потенциала. И людей не беспокоит тот факт, что выборы в Народное собрание и выборы Башкана дальше будет проводить ЦИК Республики Молдова, а не ЦИК Гагаузии. Ну а с другой стороны, почему это должно беспокоить людей? Поправки в избирательный кодекс Республики Молдова, который парламент принял в первом чтении, не лишают жителей Гагаузии избирательного права. Депутатов Народного собрания, как и прежде, будут избирать жители Гагаузии. Более того, идея того, что выборы будет проводить не Гагаузия, а, грубо говоря, Кишинев, жителей Гагаузии не пугает, потому что у них есть опыт местных выборов, которые также организует Кишинев, и никто за жителей Гагаузии не выбирает им примаров. Примарами и местными советниками в Гагаузии становятся люди из местных сообществ, за которых голосуют избиратели из местных сообществ. Поэтому вся истеричная риторика гагаузских политиков о том, что таким образом уничтожается Гагаузия, это полная брехня. У Гагаузии как был, так и остается свой представительный законодательный орган, это Народное собрание. В этот орган как избирались, так и будут избираться гагаузы. Не зря проект поправок предусматривает ценз оседлости для кандидатов в Народное собрание. А с другой стороны, а разве только в этом состоит компетенция АТО Гагаузия? В том, чтобы проводить выборы Башкана и выборы в Народное собрание? Если бы Гагаузия обеспечивала свободные и честные выборы, то это одна история, да, и никто бы даже не задумывался о том, чтобы отбирать эти компетенции. Но проблема в том, что все 35 лет гагаузские политики использовали компетенции Гагаузии в области выборов, чтобы обеспечивать себе благоприятные условия для избрания и переизбрания, что привело к уничтожению всякой политической конкуренции в гагаузской автономии. А власть, которую гагаузские политики получали благодаря этому, или благодаря тому, что могли манипулировать результатами выборов, они использовали в интересах Кремля. Иными словами, политические компетенции, которые были у Гагаузии, гагаузские политики передавали Москве. И этими компетенциями всегда пользовался Кремль, а не Гагаузия. А как их использовала Москва, мы прекрасно знаем. Если проанализировать риторику гагаузских политиков, то они всегда были озабочены только политическими компетенциями, потому что политические компетенции легче всего продать. Мы особо не слышим, чтобы они рассуждали про экономические компетенции, про компетенции в области культуры, в области сохранения гагаузского языка и идентичности. Об этом даже речи не идет. А почему? По очень простой причине. Мы не наблюдаем способности у гагаузских политиков осваивать эти компетенции. Поэтому уровень дохода в Гагаузии среди жителей Гагаузии самый низкий в Республике Молдова. Поэтому гагаузский язык продолжает исчезать, несмотря на то, что у Гагаузии, у гагаузов уже более 30 лет есть своя автономия. Однако с момента появления гагаузской автономии процесс исчезновения гагаузского языка только ускорился. Поэтому
на 32-й год существования гагаузской автономии для гагаузских политиков значение имеет только одна единственная компетенция. Это компетенция организовывать и проводить выборы. И эта компетенция имеет значение не только для них, но прежде всего для Кремля, который их контролирует. В смысле, контролирует этих политиков. По одной очень простой причине. Влияние на выборы — это главный инструмент гибридной войны, которую Кремль ведет против Республики Молдова. Контролируя выборы, Кремль может привести к власти любого, кого захочет, даже табуретку. Поэтому мы понимаем, что когда гагаузские политики кричат, что мы не позволим Кишиневу контролировать выборы, они хотят, чтобы выборы и дальше в Гагаузии, в смысле выборы, и дальше контролировал Кремль. И они не хотят, чтобы Кишинев получил возможность обеспечить в Гагаузии честные и свободные выборы.